محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Наша сегодняшняя тема о познании Аллаха Азза ва Джаль и о том, как достичь состояния, когда Аллах будет с тобой, со своим рабом. И что мы имеем в виду, говоря Аллах будет с рабом? Помощь Аллаха, милосердие Аллаха, прямой путь от Аллаха. Его близость и милость в той или иной форме будут с его рабом. И вот, все мы живем в этом мире, и наша жизнь здесь начинается со слабости. Потом Аллах одаривает нас силой, и в конце снова слабость. То есть слабость для нас в обоих концах. Слабость для нас в обоих концах. А между ними сила. И Аллах Азза ва Джаль говорит об этом в Коране. Сура Рум, 30, аят 54. Аллах тот, кто создает вас из слабости. После слабости Он наделяет вас силой. И дальше. А потом силу заменяет слабостью и старостью. Он творит, что пожелает. Он всезнающий, всемогущий. Что это показывает для нас, для людей? Какой урок извлекаем? Начинаем со слабости и заканчиваем слабостью. А между ними сила, которой человека наделяет Аллах. Во время слабости в начале жизни никто не ослушается Аллаха Азза ва Джаль. Никто не хочет ослушаться, когда он слаб. Когда Аллах создал меня или вас ребенком, маленьким, понятно, мысли уже присутствуют. Но никто, пребывая в этой слабости, особо не восстает. Не особо. И в то же время, смотрите, конец жизни. Ее конец. Имеется в виду, когда кто-то доживает до старости. Там опять же другая слабость. Седина, старость. В это время многое происходит. Физически человек слаб. Умственно слабым человек в старости может стать. И множество разных слабостей окружает человека в старости. Органы уже подозносились, к концу жизни ослабели. Когда я говорю «конец жизни», я имею в виду возраст 60-70 лет. Вот этот возраст. Но на протяжении жизни сила. И вот эта сила, период силы, это период, в который нам нужно быть особо осторожными. Ведь когда у человека есть сила, человек чувствует себя независимым от других. Вот истинная причина того, почему человек ослушается Аллаха. Аллах говорит об этом в Коране. Сура Аляб, 96-я сура. Аллах говорит: человек приступает к границе, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается, независим. И чем больше человек чувствует себя независимым, во-первых, от Аллаха Азза ва Джаль. По сути, никто не бывает независим от Аллаха Азза ва Джаль, но человеку просто так кажется. И чем больше человек становится независимым от других людей, от системы, которая его окружает, тем сильнее он может начать бунтовать. Чем больше власти он приобретает, тем больше восстает. О чем Аллах Азза ва Джаль напоминает нам? Здесь мы начинаем понимать, что такое познать Аллаха. Одно дело — знать, что Аллах есть, знать Аллаха. Одно дело знать Аллаха, а другое дело верить в Аллаха. Знать Аллаха — это нечто отличное от веры в Аллаха. И вера в Аллаха, в свою очередь, отличается от глубокой веры в Аллаха. И глубокая вера в Аллаха, в свою очередь, отличается от того, чтобы быть приближенным к Аллаху, когда у раба связь с Аллахом. Позвольте повторю, потому что в этом вся суть всей этой лекции. Первое — знать Аллаха, потом верить в Аллаха, потом глубоко верить в Аллаха, и дальше обретение близости к Аллаху Азза ва Джаль, чтобы у раба была связь с Аллахом. Говоря связь, имею в виду милосердие, прощение Аллаха, когда Он ведет прямым путем. Почему я разделяю все это? Потому что Аллах сказал в Коране:
То есть Аллах разделяет знание Аллаха и веру в Аллаха. Знание Аллаха приходит прежде веры в Аллаха. Мы знаем, что есть много разных людей в мире, которые знают Аллаха, но не верят в Него. А есть и люди, которые знают Аллаха и верят в Него. Это сура 47, аят 19. Аллах говорит: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. «Знай, что нет иного Бога, кроме Аллаха. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». И когда Аллах говорит, Он имеет в виду, что у тех, у кого есть знание об Аллахе, оно может не превращаться в веру в Аллаха, в «ля иляха илляллах». Аллах разделяет это. И как мы знаем из жизни, есть много людей, которые даже предметно изучают Аллаха, но все равно не хотят верить в Него. Мы знаем, что есть люди, которые знают об Аллахе, но все равно говорят грубые вещи об Аллахе, религии и так далее. И мы знаем тех, кто симпатизирует религии, но все равно не верят в Аллаха Азза ва Джаль. Вот приведем пример. Во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был Абу Талиб, дядя пророка. Он знал об Аллахе. Он даже склонялся к Аллаху, симпатизировал религии и своему племяннику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Но все же он не верил в Аллаха Азза ва Джаль в том виде, в котором учил верить Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, согласно Корану. Таков был он. Были другие в Мекке, кто знал Аллаха. Они его знали как одного из богов. Они уважали Аллаха, но уважали и своих богов. Но они не верили в Аллаха, в том виде, в котором учит верить Коран. Их знание Аллаха не превратилось в веру в единого Аллаха. Не превратилось. Не перешли они из одной веры в другую. Вот так дела обстоят. И есть другие, кто знал об Аллахе, но если ты скажешь что-то не то, как-то обругаешь, какие-то оскорбительные комментарии отпустишь об их богах, они в ответ начнут ругать Аллаха. Это упоминается в Священном Коране. Об этом говорится в конце 7-го джуза. Аллах сказал, 6-я сура Ан'ам, аят 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Есть люди, если богов их ругаешь, если начинаешь ругать людей, поклоняющимся другим вместо Аллаха, они в ответ начнут ругать Аллаха Азза ва Джаль, оскорблять Его. Они это делали из враждебности и по невежеству. Вот такие категории. В общем, это одна сторона. Мы, верующие, верим в Аллаха Азза ва Джаль. И как обычно происходит? Большинство верующих в Аллаха разделяются на две категории. Одно дело, они верят в Аллаха, но веруя в Аллаха Азза ва Джаль, они при этом не соблюдают ислам. То есть в Аллаха-то верят, а ислам не соблюдают. И мы много таких мусульман знаем. У них исламские имена, такие имена как Мухаммад и так далее. И они даже знают, что Коран — это священная книга. Для них это просто святая книга. Штука, которую применяют от джиннов. Тогда, когда ты по-настоящему напуган. Штука, которую надо использовать, чтоб удача была. Для святости, для этого ее используют. А людей, у которых бороды, сестер в хиджабах, они считают святыми людьми, которые религию всерьез воспринимают. Но сами они в религию не втягиваются. То есть они верят в Аллаха Азза ва Джаль, но на очень поверхностном уровне. Но это хотя бы лучше, чем первая категория, чем люди, которые знают Аллаха, но не верят в Аллаха Всемогущего и Велик. И опять же, что происходит? Из тех мусульман, которые просто верят в Аллаха, многие из них, если Аллах пожелает, станут более серьезно относиться к своей вере. И когда отношение к вере станет серьезнее, они начнут узнавать больше об исламе и будут стараться соблюдать ислам.
И еще вот хотел сказать, перед тем, как 4 стадии опишу, освежим память. Первые — люди, которые просто знают Аллаха, но не верят. Вторые верят в Аллаха, но на этом и все. Мы говорим о вторых. Третьи верят в Аллаха и верят глубоко. Глубоко верят. А четвертые — те, кто приблизился к Аллаху Всемогущему и Велик. Мы пока говорим о вторых. Вторые, как я сказал, это мусульмане с исламскими именами, но не соблюдают. И есть те, кто начал соблюдать. Пока мы не перешли к третьей категории, вам надо узнать вот что. Вот по-честному, все мусульмане, начавшие соблюдать ислам, стали людьми, которые приняли ислам как образ жизни. Так вот, не все из этих людей идут верным путем. Многие из них уходят в одну из двух крайностей. Коран один, поймите правильно, Коран один. С этим проблем нет. И сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, одна. Но хоть Коран и сунна одни, но то, как люди смотрят на Коран, то, как ученые понимают Коран, то, как они понимают сунну и так далее, это все очень индивидуально. Коран-то один, но толкований Корана много. Сунна одна, но толкований ее много. И на то много причин. Ислам это дозволяет. Дозволено расхождение во мнениях, дозволено иметь разные мнения. Допускается то, что определенные аяты Корана и хадисы могут не всегда выглядеть так, что они согласуются друг с другом. Ведь что-то случилось раньше, что-то позже пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что-то требует толкования. У каждого отдельного аята и у каждого отдельного хадиса свой контекст. Нужно определенным образом эти тексты понимать. И когда люди берут то, что ниспослано 14 веков назад, и через это оценивают современный мир, и отсюда много мнений. И еще берутся книги ученых по толкованию, накопленные за 14 веков. И отсюда много-много толкований. Даже если следовать сахабам, вот даже ограничиться сподвижниками пророка, только ими, все равно найдем много разных мнений на много разных вопросов. И от этого не убежать. Некоторые люди говорят: нет, нет, ахи, у нас один Коран, мы одна умма. Мы понимаем, мы хотим этого. Но просто потому, что люди разделяются на разные группы, разные способы соблюдения, это еще не означает, что ислам неправильный, мы забыли истинные Коран и Сунну. Нет такого. Разногласия в пределах нормы не мешают. Понимаете это? Разногласия не мешают уживаться. Разные мысли, разные мнения. Это нормально, пока это в рамках ислама. Чтобы понять это лучше, я не буду погружаться сегодня в эту тему. Все, что хочу сказать, у меня есть лекция в YouTube. Называется «Кто же прав?». Это одна. Еще одна «Салафиты против суфиев». В интернете она тоже. Если их посмотрите, они довольно длинные. Если всерьез их изучите и поймете, то вы осознаете, в чем суть разногласий. Я вам хочу сказать вот что. Когда люди начинают соблюдать веру, если они просто ограничатся тем, что будут смотреть на аят или на хадис и видеть это как черное и белое, типа «все, вот же доказательство». Обычно эти люди не начинают глубоко понимать веру. Такие люди могут больше ислам соблюдать, ладно. Но чтобы во всей красе оценить ислам, проникнуться им глубоко, человеку нужно принять, что за каждым мнением в исламе стоит своя подоплека. То есть у всего в Коране и Сунне есть свои причины ниспослания. Почему Аллах сказал нам делать что-то? Когда люди понимают эти вещи, они куда больше ценят ислам, чем когда они просто соблюдают ислам. Но соблюдая ислам, они борются с самими собой и борются с другими людьми. Может, вам непонятно? Приведу пример. Когда вы, например, говорите ребенку, чтобы мне вам объяснить такой пример. Когда ребенку говорите, ну, допустим, возьмем, пускай даже подросток, скажем, 15-16 лет. Когда ты пытаешься им объяснить, что взрослые что-то делают вот по этой причине, не понимает.
Говорит, не, это надо по-другому делать. Потому что они не видят ситуацию политически, без такого глубокого охвата, как у взрослых. Вот другой пример, что понять это. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, советовался с сахабами в день битвы Ухуд, биться снаружи или остаться в городе и защищаться изнутри. Когда пророк об этом советовался, молодые сказали ему, давайте выйдем и сразимся, а все старшие единогласно сказали нет, останемся и защитим город. Старшие сказали, когда бы мы ни сражались, в прошлом, обороняя Медину изнутри города, нас не побеждали. Список достижений. А молодые сказали, нет, в том году мы вышли, был Бадр, мы хорошо им поддали, мы хотим движухи. И молодые повлияли на образ действия посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И в итоге пророк, саллиллаху алейхи вассалям, выбрал мнение молодых. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, надел свой шлем и броню, и они вышли, молодые сказали, о посланник Аллаха, может мы перегнули? По ходу дела мы переборщили, погорячились. Мы вот сейчас сожалеем о том, что сказали. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если уж пророк надел броню, он должен сражаться. Нет пути назад. То есть, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, надел броню, настроился, решился, а Аллах сказал, когда ты полностью решился делать то, что задумал, положись на Аллаха. Если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, включит заднюю и скажет, давайте послушаем других, это покажет его слабость как лидера. А это обширный урон.